Всем привет-привет! Мы заселились в отель в Зеленоградске, Балтийская корона. И я поднимаюсь на 4-й этаж, чтобы заселиться в номер. Вот сейчас иду, захожу в холл. Ребенок на лифте ехал. А тут, смотрите, есть такая вот зона здоровская. Вот. А мы идем в свои номера. У нас два номера. Это 44 и 45. Фу. Вот сейчас Максим открывает свой номер. Я вам покажу его номер, а потом свой. Вот у него номер. Вот так вот он выглядит. Хорошенький такой номерок. У вас побольше всего. У нас побольше, нас двое. Открой ванну, я покажу ванну. Открой ванну. Вот такая ванна. Душ, все сделано. Пошли теперь смотреть наш номер. У нас 44 номер. Вот так он выглядит. Вот. Сейчас я снимаю ботинки. Покажу, что дальше. Тут вот такая ванна. Унитаз, биде, раковина, душ, ванна, все есть. И вот так выглядит тут картина, уголок сделан. Мягкая мебель. Вот такая королевская кровать. Вот. Подержи, Владимир Николаевич, вещи. Я хочу показать. Вот тут вот есть такой вот стол. И замечательный балкон. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот. Вот так все это выглядит. Здесь можно завтракать даже на балконе. Вот так выглядит пейзаж из окна, с балкона. Вот. У нас вот так тут, видите, люди живут. Вот так Зеленоградск выглядит с высоты. Там цветы цветут у людей во дворе. Все, осень. Море, вот там море. Здорово. У нас на входе лежал там на ресепшене градусник такой, знаете, который пикает в пульс. И пикаешь, померили всем температуру, естественно. Мы сами по своему желанию. Сказали, вы только можете по желанию мерить. Вот так вот все это выглядит. Мы очень довольны и счастливы. И сейчас мы тут будем какое-то время, чтобы отдохнуть. Вот тут есть холодильник. В общем, все очень здорово. Вот такие вот у нас новости и дела. Надеюсь, что наша прогулка там еще продолжится. И все такое, и все будет хорошо. Вот так. А что вы там, математика, ручка, наверное, с листком все равно нужны были? Не надо ничего. Там учитель сам на доске пишет. Ага, поняла. Мы пошли прогуляться. На электронной доске. Вот такой вот тут ресепшн. Вот такой вот градусник. Дезинфектор. Кофемашина. Вода. Вот так ходим. И палочки есть, и зонтики для скандинавской ходьбы. Зонтики для скандинавской ходьбы. Вот так вот выглядит наш отель. Мы решили прогуляться, сходить, может быть, поесть. У Максима должен быть урок в 2. Вот мы думаем, может его выпустить в Zoom. Да. Мне вот интересно, учитель задаст вопрос, почему у тебя ветер в микрофоне. Почему ветер? Это, как сказать... Я просто в другом городе. Ух ты, смотрите, как тут сделали плиточки. Здорово, так красиво. Мозаика прям. Очень круто. Но они все красивые, все прям так шикарно сделали. Максимка, продезинфицируй руки, чтобы снять маску.
абсолютно. Подержи камеру, чтобы я могла продезинфицировать. Ну, мы сегодня даже еще не кушали. Хочется кушать. Я сегодня даже не пил только колу. Давай. Тут у них парк обновили. Здесь раньше не было этого парка. Ну, мы его показывали уже. Показывали. Колесо немного мешает из-за ветра. Ветер их раздувает прямо в лицо. Ну, ничего страшного. Мы, Вов, пойдем у моря, да? По променаду. Все, сворачивать сейчас будем на променад тогда. Обожаю море. Обожаю. Море приехали. Ради моря приехали, да. Зрители, напишите в комментариях, почему все в Калининградской области начали ездить на Порше. Вот все время в Порше ездят. Наверное, потому что они все разбогатели. Ну, не знаю, может, какая-то распродажа Порше. Сегодня у нашей подруги Татьяны день рождения. Мы ее так поздравляем, но мы ее поздравим отдельным видео. У нас будет свое домашнее хоум на телефоне видео для Тани специально. Вот. Мы сейчас вот как раз присядем в кафе где-нибудь, запишем для нее видос и подарочек отправим. Вот. Припозднились с поздравлением, потому что ехали, потому что утром собирались. Да, еще. Мне тоже Вот сцена. в городе нужно было дела решить. Да, надо было сходить там А куда тут в банк, там это, еще куда-то. Мам, как это называется? Это роза ветров. Да, роза ветров. Смотрите, какая. Как это все выглядит красиво. Такая основная площадь моря, Мгм. на которой происходят практически всякие концерты там. Интересно, а эти наши любименькие штучки ездят? Такие. Ну, к которым мы понял. всегда ездим, когда приезжаем. Я Не думаю, знаю. да. Почему бы и нет? Тут даже один все равно где-то. Так. Море! Ура! Море и мало народа. Это моя мечта. Я обожаю. Вот так. Ну, все-таки меньше, чем обычно. Меньше, чем Летом. сезон. Да. Чаечки. Мы сегодня сделаем показательное кормление чаек. Только чуть попозже, когда поедим. Будет здорово. Опять их наснимаем. Они так классно все. У нас чайки уже такие прям позеры. Так хорошо снимаются. Куда-то вся стая полетела, значит, кто-то кормит. Где-то кто-то кинул пару крошек. Они всей толпой ринулись туда. Сразу же кушать хотят. Вот. Даже чайки. Это же такой народ хищный, торопливый, крикливый. Можно снять самокат на прокат. Самокат неохота, а вот ту Потому что штуку... ты не умеешь на нем кататься. Ой. Вот ту штуку, Вов, я хочу, которая электромобиль. А куда? Блин, так я люблю на нем ездить. Там на нем поедем. А как всегда, с одного конца на другой. Может, это завтра А что, ты сегодня не хочешь? делать? Нет, так мы сейчас сначала поедим. Мы будем есть сначала. Не переживай. Вот. И уже только потом дальше планы Хотя бы составим. полчаса надо быть сидеть в ресторане. Почему полчаса? Он же 50 минут ведет. Да, 50 минут и будем сидеть. Чего страшного в этом нет. Эти люди гуляют. Такой песочек прям у нас светленький, такой хорошенький песочек. Волнорезы, море голубое, небо. Здорово. Да, тепло. Даже с учетом моря. Расскажу про цены на отель. Смотрите, если вы приезжаете в ноябре, как мы, в отель «Балтийская корона», Зеленоградск, то ваш номер будет стоить копейки. Потому что
Вот как у Максима номер, видите, он двухместный, но одного человека, да, вот человек заселяется, он заселяется за 1700 в сутки. 1700. Да, для курортного Ну, это места, как бы для чисто, курортных чтобы поспать. отелей это достаточно хорошая Ну, цена. вы же видели, какой номер. Потому что в сезон Он небольшой, но очень хороший. Ну, в номере 4-5. чисто поспать, помыться, и так, чтобы погулять по Зеленоградску именно. В общем, вот такой номер, да. Если вы туда заселяетесь вдвоем, то, по-моему, это стоит то ли 2500, то ли 2700, вот не помню, что такое. В день, да, вдвоем, если заселяетесь. 2700, по-моему. Если вы заселяетесь в наш номер, это семейный, называется студия, то в сутки за двоих 3200. А если за одного, то, по-моему, то ли 2800, то ли 2500, что такое. В общем, мы-то отдали как? Мы отдали за сутки, за нас 3200, за Максима 1700. Вот. Это для Зеленоградска вообще, для такого уровня гостиницы, то есть это 3 звездочки Да. полнейших, полноценных. А погоди. А у меня номер получается дороже за одного человека? Ну, почему? Смотри, если нам 3200 поделить пополам, то получается, конечно, дешевле. Дороже его номер, дороже. А почему мы дороже? У них, знаешь, как идет система какая-то, что если ты один заселяешься, то ты платишь полную цену. А если ты подселяешь к себе второго, то, по-моему, то ли за 1000, то ли вот первый за 1000 с чем-то, второй за 1000 ровно. Вот как-то так. А нам было выгоднее чуть сказать, что у нас 4 человека. И взять мне такой же гигантский номер, это было бы дешевле, мне кажется. Нет, не дешевле. Почему А, дешевле-то? не. Да, нет. Я не понимаю, зачем тебе гигантский номер на одного мальчика. Вот он хотел такой номер, как у нас, гигантский. На мальчика. Не всегда же желание совпадает. Так он неплохой номер, хороший отель. Я ничего не понимаю, сынок. Балкон зачем? В чем проблема? Балкон нет. Зачем он тебе? Так выходи к нам на балкон. Холодина такая. Выходи к нам на балкон. Там долго не просидишь. Спустимся утром за завтраком. Завтраки входят в стоимость. Утром спускаемся за завтраком, забираем завтрак, идем на балкон. Никаких проблем. Там ты снимала, там есть такая терраса, там где много диванов. На Да, нашем этаже. снимала. Вот Там там можно сидеть. Там можно в мини-игры играть. Можно играть в мини-игры. Не знаю, что это такое. Настольные. Ага, настольные. Если мы соберемся, у нас работает Как сколько? шахматы, там шашки. Вау, шахматы, шашки. Ну, посмотрим, подумаем. Вот можно было бы купить, кстати, шахматы или шашки и поиграть. А, там. купить-то нет. Мы только приехали, и нам вот шахматы с шашками вот сейчас прям самое то, наверное. Так. Сейчас мы будем узнавать, можно ли в даче поесть на улице. Или это невозможно. Так очевидно, видишь же столы. Ну, они Нет, столы их опрокинуты. никогда здесь не убирают вообще, в Они принципе. опрокинуты. Нет, те-то не опрокинуты. А Просто сейчас у них стойки специально администратора нет. Входа нет. Входа нет. Закрыто, видишь, здесь полностью. Типа, или ты Через кушаешь у нас. центральный вход. Там даже дверь заколотили, видишь? Вижу. Сейчас мы у них тогда будем спрашивать, как заказать в номер поесть. Нет, почему? Мы можем сесть на улице, нам вынесут на улицу. Мне кажется, не вынесут. Вынесут. Ну, давай спросим. Я думаю, можно сделать так, что типа взять и пойти на балконе, если вам так хочется на природе. Мы с той стороны вынесут. У них Мы сейчас есть узнаем. с этой, Все, мы со пошли стороны. узнавать. Мы заказали еду на вынос. И теперь ждем 15-20 минут, что нам все приготовят. Там поесть на улице нельзя в кафе, только на вынос. Там интернет. Максиму нужно учиться. Ноутбук у меня в сумке. А ты через телефон же хотел в номере попробовать. Я все равно буду в номере, а не на улице. Ну все, иди тогда. Какой смысл? У Ну меня да. в сумке этот ноутбук. А сумка у него А, в номере? подожди, сумка-то у меня в номере как?
Мы у моря стоим. Здорово так. Все запутались, замотались тут. Я немножко даже с администратором в кафе руганулась. Говорю, что-то вы хрипите. Она говорит, у меня астма. Я говорю, у меня у ребенка тоже астма, он не хрипит. Она говорит, он еще не дорос, чтобы хрипеть. Я говорю, ну здорово. Я понимаю, что у каждого же может быть свое заболевание и так далее, конечно. Но я просто стояла поодаль. Она говорит, а что же вы стоите поодаль? Вас ваша маска все равно от коронавируса никогда в жизни не спасет, если он здесь у кого-то есть. И я начала с ней. Говорю, ну вот вы хрипите. Говорю, я и стою подальше. В общем, неудобняк. Стыдобища. Ну а что я теперь сделаю, если я вот боюсь? Ой. Чего уже не поделаешь. Смотрите, какая чистая вода. Смотрите в воду. Вот она прозрачная прям. И вот тут много чаек собралось, и мы сейчас будем их кормить. Сейчас я вот так сделаю, смотрите. Ой, морем все смыло. Отойдем немножко. Они боятся нас. Давайте немножко отойдем. Я тогда пойду кидать. Такие толпой улетели. И отходят, и вот они. А смотри, это что такое серое? Такая Гигант. крупная чайка. Да. Такая красивая, да? Здорово. Такая хорошенькая. Такие уставились на нас. Ага. А что, еще будет? Будет еще, спрашивают, да? А у вас еще есть? А у нас уже больше ничего нет. Можно будет хлебушек купить. Ну, хлебушек купим потом, когда в магазин продуктовый пойдем. Много их тут сразу собралось. Мы уже получили еду. Вот наши 3 пиццы, и лапша, и пельмени для Максима. И уже идем в номер, чтобы это все употребить. У Максима там идет математика. А мы будем сейчас тихонько так заходить на цыпочках. Может, даже придется переждать. А потом будем кушать. Вот. Так прекрасно проходит отпуск наш. Это же так хорошо, когда есть отпуск. Я так счастлива. Сейчас вы даже не представляете. Я столько работала без выходных, без проходных, без отпусков. А сегодня я, ну не сказать, что уж отдохну на 100%, но по крайней мере это лучше, чем ничего. Вот. Так что мы очень счастливы. Идем такие счастливые в номер. Мы ждем, когда можно будет распечатывать еду, вкусняшку. Я уже поставила кофеварку, а Вова пошел за водой в магазин. Наше молоко с собой, наши кружки с собой. А вот тут вот есть вот наш кофе. Только мы сюда высыпали тоже ловаться, только другой. Валюта-росса. А вот это ложечки, тут чашечки. Это тоже наше будет. Вова пришел с водой. Максим учится. Так дробь остается
разница, а в знаменателе что получится? Так, давайте подумаем. Мы принесли еду, готовую из ресторана. Смотрим, что нам тут приготовили. Ух ты! Ох, как красиво! Это Максимкина пицца. Так, ладно. Максимкина пицца выглядит очень презентабельно в кавычках. Смотрим, что у нас тут еще есть. Так. Какая большая была коробка. Это грибная пиде. Турецкая пицца у нас. И последняя это овощная. Овощная пиде. Да, все, овощная пиде наша. По-моему, у меня больше. Так, чем давай у вот вас это вот вместе мы взятых. свернем и уберем, да, Владимир Николаевич? Да. Спасибо, что ты убрал. По-моему, у меня пицца больше, чем у вас вместе взятых. Ой-ой-ой. Так мы специально. А вот это из-за того, что вы не едите мясо. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Ух ты, Я думаю, там мои рыбные пельмени. там твои Да, рыбные пельмени. Так, а здесь у нас что? Вонища этими пельменями. Фу, вообще. Так, это лапша, паста помодоро. Ну, мы сейчас будем ням-ням. Мы взяли с собой из дома нашу кофеварку, потому что она идеально божественна. Лучше нее никто кофе все равно не приготовит. Кто чавкает, угадайте, еще все едят. Вот. В общем, наш кофе, как я уже говорила, это робуста и молоко. И вот сюда наливается вода. Сюда заправляется вот в эту штуку кофе. Ставится такой стаканчик. Вот так вот мы переводим в эту сторону и ждем, когда начнет вот сюда капать кофе. На 2 порции мы обычно вот до этой штуки дожидаемся, и потом я покажу, как я готовлю. Ты следишь за мной, а я за тобой. Вкусно. Вот кофе уже закипел и набирается в чашечку вот в эту. Кружечки я уже приготовила. Вова купил сахар. Вот, видите, сахар. Открываем сахар. И я всегда Вове кладу 3 комка. Он любит на свою большую кружку 3 комка сахара. А я никогда не пью кофе с сахаром. Я считаю, что это извращение. Смотрите на его лицо теперь. Я считаю, что это извращение. А я вообще Сладкий кофе не пью. Да, конечно. Ты не пьешь. Ты сказал, хочешь попробовать. Вот все набралось. И смотрите, нужно вот так чуть-чуть дождаться, когда он докапает. Потому что он еще активно капает. Ждем. И потом я его буду разливать по чашкам. Вот сейчас буду разливать. Еще капает. В принципе, уже можно. Вот так вот я себе наливаю сначала. Видите? Это магическое действие. Нужно делать именно так. Так, еще чуть-чуть. Название кофе лавацца крема легуста. А, крема и густо, точно. А я почему-то думала квалита росса. Не знаю, почему у меня где-то в голове засело. Все, вот так ставим. Теперь берем молоко. Не могу открыть. Вот перед нами кружка из отеля. Я ее помыла предварительно. Наливаем туда из коробки с молоком примерно чуть больше половины молока. Вот так. И теперь мы должны вот так сделать. Сейчас у меня же только 2 руки. О боже, как мне быть? Владимир Николаевич, иди подержи камеру. Я хочу показать, как я взбиваю. Вот так берем, вот так сюда переводим краник. И, видите, начинает капучинатор взбивать. Вот сначала нужно держать примерно на длине, может быть, сантиметр, вот этот рычажок. И вообще каждая кружка по-своему работает. Почему? Потому что, взбиватель почему-то вот на нее как-то реагирует, что ли, я не знаю, на ее объем или на ее размер. Поэтому нужно
подстраиваться, потому что сейчас может раз мимо пена пойти, например. Поэтому нужно подождать. Вот видите, чуть-чуть начинает идти мимо. Значит, нужно капельку отлить. Вот так берем, немножко отливаем, видите? И дальше мы начинаем взбивать. Вот я уже теперь знаю под размер, да, что если я сейчас налила чуть больше половины молока, то оказалось, что это многовато. И следующую я уже кружку буду, ну, вообще в мастерской, знаете, как готовить. Все, вот кружка Владимира Николаевича. Мы берем, наливаем вот так вот капучино. И все, вот у него получился замечательный капучино с сахаром. Спасибо. Вот так вот готовится кофе.